Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дорогие уважаемые братья, сегодня открыл книгу Адаб-уль-Муфрад с хадисов пророка, алейхиссалату вассалам, и первый попался в мои глаза хадис пророка, алейхиссалату вассалам, про плач родителей, и решил про это рассказать. Антай Салах. Аннау самиа ибн Умарин радiyallahu анхума якуль. Тайсалат рассказывает нам, что он слышал, что сын Умара, да будет доволен им Аллах, говорил: бука уль-валидайни миналь-укук валь-кабаир. Плач родителей — это считается ослушанием им. Не только ослушанием, даже одним из больших грехов. Давайте, братья, задумаемся. Родители, когда наши плачут, чем мы их заставляем плакать и на себе, на свою шею берем такой большой грех из больших грехов. В детстве, в молодости и когда у нас все хорошо, по-разному плачут родители. В детстве наших грехов нету. Ребенок болит, мать плачет, не может помогать, например, она. Но чуть старше стал, молодой стал, здесь уже мать по-другому плачет. Не слушаешься, не говоришь, где находишься. Хотя ты, мать, ничем не мешаешь. Просто ходишь по друзьям и не говоришь, где ты находишься. А мать дома переживает и плачет. Ты заставляешь его переживать, это из больших грехов. Потом я вам расскажу, иншаллах, какие большие грехи, чем они, настолько она оказывается большой грех, который мы не задумались, настолько, что она большая грех. Бука уль-валидай, когда родители плачут, это считается ослушанием им и один из больших грехов. Однажды тот же Тайсала рассказывает нам, который передал нам этот же хадис: я был из группировок мусульман, которые перешли границы, то есть против Ахлю-Сунна валь-Джамаа. Заблудшие исламские группы были в то время, после пророка, алейхиссалату вассалам. «Фаасабту зунубан ла араха илля миналь кабаир». Я совершил много грехов, говорит. Я считаю их из больших грехов, то, что он совершил. Он сам считает, что он большой грех. Но пока он нам не рассказал, какие грехи. Я пошел Ибн Умару, говорит, тот же сахаба, который ему сказал, плач родителей является ослушанием из больших грехов. Я к нему пошел, говорит, и сказал, говорит, я вот попал в такую группу, которые совершали большие грехов. И он спросил, говорит, что за грехи ты совершил? Я сказал, говорит, каза, ваказа, такие-то, такие-то, такие-то грехи. Ибн Умар сказал: лайса хаза миналь кабаир, лайсад хадихи миналь кабаир. То, что ты перечислял, они не являются большими грехами, говорит. Поистине большие грехи, он перечислял их 9. Ибн Умар, сподвижник пророка, алейхиссалату вассалам, очень хорошо знающий в религии. Аль-ишраку билля, иметь сотоварища Аллаху. Вакатуль насама, убить человека. Валь-фирару миназ-захфи, убегать из поля боя в джихаде, когда газават идет, мусульмане воюют против кафиров, он убегает, оставляя мусульман. Ваказфуль мухсанат, и клеветать целомудренную женщину. Чистая женщина, не гулящая, он говорит про нее, что она гулящая. Это из больших грехов. Вакуль риба, процент прибыли, жизнь, чем он зарабатывает, это риба. Под процент он берет и кушает. Вакуль мал аль-ятим, он кушает то, что принадлежит ятимам, сиротам. Ва ильхадун фил масджид, и в масджид харам совершает большие грехи, переходит шариат рамки. Валлази ястасхиру, и тот человек, который издевается над людьми, издевается, это из больших грехов. Ва бука уль-валидайни миналь-укук, и плач родителей он перечислял из больших грехов. Дорогие братья, есть взрослые люди, им лет 40-50, они каждую неделю, когда ходят с родителями, они рассказывают свои проблемы. Постоянно свои проблемы рассказывают и заставляют родителей плакать. Зачем им эти твои мелкие проблемы рассказывать? Зачем их заставляешь переживать? Свои проблемы сам решай, маленький что ли? Ты причиной стал, что мать твоя заплакала. Хотя ты ничем его не обижал, но однако ранил его сердце.
Если у тебя пальцы маленький кровь, для него это как будто у тебя палец отрезался. Мать сердца, она всегда вот так, она больше переживает, чем ты на твои проблемы. Поэтому будь мужчиной, не рассказывай все мелочи жизни, которые в семье с женой, детьми, с обществом, где ты работаешь, где тебя уволили, где там тебя поругали. Не надо родителям это все сказать. Говорят ты этим, ослушайся Аллаху и получаешь гнев Аллаха, потому что ты заставил мать плакать. А это считается в хадисе ослушанием родителей и один из больших грехов. Ты даже на этом не задумался, что ты совершил большой грех. Все тяжести, которые у тебя был, ты на маму свалил. Алали Ибн Умар, тогда Ибн Умар как перечислял вот эти 9 больших грехов, таилася, он пришел к нему из-за своих грехов, ему говорит, ты боишься от ада, ты хочешь войти в рай? Он говорит, Аллах, конечно, я хочу войти в рай. Он спросил, ахайюн валидай, жив ли твои родители? Культу, я сказал, говорит, инди у меня есть мать, живая. Тогда Ибн Умар ему сказал, фаваллахи, клянусь Аллахом, лау аланта лахал калам, если ты с мамой будешь мягко обращаться, нежно, ваат'амтаха таам, и будешь кормить ее. Вот два простые вещи. Какие бы у тебя грехи не было, которые ты боишься от ада из этих грехов, путь твой рай – это твои родители. Это сподвижник, он от себя это не говорит. Он это говорит от пророка, алейхиссалату вассалам. А пророк это говорит от Аллаха Всевышнего. Очень просто. Говори мягкое слово и корми мать. «Латадхуланна аль-джанна», ты войдешь в рай, «маджтанабталь кабаир», если ты будешь остерегаться больших грехов. То, что которые мы перечисляли недавно, 9 больших грехов. Остальные грехи Аллах, иншаллах, простит, говорит. Давайте, братья, задумаемся. Когда и сколько раз мы говорили своим родителям мягкие слова? Когда мы кормили их? Сравните себя, какие у вас отношения с своей женой, дочерями, как вы с ними мягко обращаетесь. Жене, наверное, ты устала, наверное, сегодня. Давайте я тебя угощу. Давай я тебя прогуляю там. Сравните себя, когда вы говорили такие слова своей матери, который переживал всю жизнь за вас, любил, несмотря ни на что. Эти ваши жены, дочера, Аллахи, они капельки моря любви не сравнишь с матерью, Аллахи, не сравнишь. Когда вы сказали матери, смотря на его глаза, маша Аллах, какие прекрасные у тебя глаза. Когда вы сказали своим родителям, держа их руки, какие мягкие у тебя руки. Вот такие мы бессовестные, неблагодарные сыновья. Они дали все для вас. Они делали все. Просто задумайтесь, братья. Они последние были готовы вам отдать. Когда вы сказали своим родителям, хоть калмукчай готовит вам, маша Аллах, какая вкусная еда. Нигде я не ел такую еду. Сами задумайтесь, просто сравните то, что вы говорите своим этим женам, дочерям, говорите своим родителям. Аллахи, они на 7 небе будут. И получите удовольствие Аллаха. О счастье для тех, счастье тем людям, которые вовремя успели говорить своим родителям такие слова, пока они не находились под землей. А кто не успел говорить, просто просите прощения за родителей и за себя особенно, чтобы вы были не такие же благодарные люди. Аллах нас приучил и много хадисов говорит, будьте благодарными родителям. За что? За то, что они нас любили, за то, что они ночами не спали и переживали за нас. Это нас призывает любить кого? Любить того, кто учил нас любить наших родителей. И он наш любимый пророк, алейхиссалату вассалам. Вспомните, какой труд пророк, алейхиссалату вассалам, из-за нас пожертвовал, не спал ночами, всю жизнь свою провел, чтобы нас довести до рая. Хотя пророка нас ничего не связывает, кроме религии. Мать, может, делала она от того, что так Аллах поставил, выложил в ней, что ты являешься сыном его. Поэтому она кровный, а пророк, алейхиссалату вассалам, духовный наш любимый. Даже когда твои родители тебя бросают, история сподвижников, когда мы видим, родители бросали своих родителей из-за их неверия, потому что они уверовали в Аллаха,
а пророк, алейхиссалату вассалам, их не бросал. Сам готов был на все унижения идти, на все трудности, на все жертвы пойти, чтобы их сердце не ранит. Какими они бедные не были, какими они слабыми не были, пророк, алейхиссалату вассалам, вот так переживал из-за нас. Поэтому мы должны любить пророка, алейхиссалату вассалам, который нас учил уважать своих родителей. И также еще больше должны любить Аллаха, Всевышнего Аллаху Та'ала, который нас всех учил и призывал, и приготовил рай для тех, кто подчиняется пророку и родителям. Дай Аллах нам всем быть уверен на своих делах, быть уверен в обещаниях пророка, алейхиссалату вассалам, и получить довольство Аллаха. Последнее я вам скажу, дорогие братья, у кого живы родители, просите у них дуа за вас. Каждый приходит имаму или куда-то зиярат ходит, делайте дуа за меня, делайте дуа за меня. Самый большой для тебя вали, самый надежный ворота Аллаху, чтобы Аллах твой дуа ответил, это кто, вы знаете? Просите у своих родителей делать за вас дуа. Потому что в хадисе пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, Аби Хурайрат передает, да будет доволен Аллах, саласу да'авати мустаджабат, 3 дуа, Аллах непременно лахунна отвечает на эти дуа. Еще добавляет пророк, ля шакка фихинна, нет сомнений, говорит, что Аллах отвечает на это дуа. Да'ватуль мазлум. Если ты кого-то притеснял, ущемлял, издевался над ним, он просто, о Аллах, этот человек издевается надо мной, у меня сил нету остановить этого человека. У меня сил нету взять свой хак от этого человека. О Аллах, ты всемогущий, ты сильный, видящий, я уповаю на тебя. Ты возьми мой хак от него. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, нет сомнений. Если он сделает дуа, о Аллах, пускай каждая рана у него будет, каждый ран у него выйдет, это выйдет. Далеко не пойдешь. Второй, вада'аватуль мусафир. Кто находится в путешествии, сафари, 2-3 человека вышли хадж поехать, или куда-то торговлю делать, и в пути друг друга обманывает, издевается, хак берет, его хак берет. Получается, ты притеснял, и он мусафиром тоже является. Уже 2 хак у него есть. Он поднял руки, о Аллах, этот человек не дает мне покоя. Третий, вада'аватуль валидайн, и дуа родителей, говорит. Аля валадихима, своим сыновьям, говорит. Аллах непременно это отвечает. Великие имамы, ученые, я слышал от них уст, что они говорили, я просил, говорит, своей матери перед смертью, о моя мать, делай за меня дуа. Мать сказала, говорит, какой дуа хочешь, сынок? Я сказал, говорит, о моя мать, я призываю к Аллаху, делай да'ват, чтобы мой да'ват дошел до каждого дома, говорит, где бы ни был весь мир, чтобы его да'ват дошел до каждого дома. И я вижу своими глазами, говорит, мой да'ват дошло на весь мир, говорит, и хвалит Аллах, и благодарит Аллаха. Поэтому, дорогие братья, остерегайтесь от этих 2 дуа, которые опасны для вас. Кто в сафари находится, и кого ты притеснял, не дай Аллах нам ихний балах, такой на себе балах взять на голову, и дай Аллах остальным получать такой дуа от своих родителей, который исправляет его дунья и ахират, который спасает его дунья и ахират. Делайте дуа, просите родителей, чтобы они за вас дуа делали, что Аллах ваши грехи простили, в первую очередь, чтобы вы были счастливым дунья и ахират. Иншаллах, остальное все будет хорошо. Дай Аллах мне и вам тауфик быть благодарными рабами Аллаха и благодарными сыновьями для родителей и благодарной общиной уммата Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Алхамдулиллах. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب